иностранные инвестиции играют немаловажную роль в восстановлении и развитии определенных отраслей нашей экономики. Для изучения инвестиционного потенциала Абхазии и предоставления информации инвесторам в 2015 году было создано Государственное инвестиционное агентство. В августе 2020 года на должность директора инвестагентства была назначена Илона Лакербая. Сегодня мы узнаем у нее более детально о работе агентства, узнаем, с какими проблемами столкнулись в период пандемии, а также узнаем, сколько проектов было создано за эти 5 лет. Илона Занбиевна, здравствуйте. И начнем с самого начала. Расскажите нам, какие функции и задачи выполняет инвестагентство. Здравствуйте, Арда. Агентство выполняет самую важную функцию – это привлечение инвестиций в экономику республики. Не только иностранных, но и стимулирование местных предпринимателей для осуществления капиталовложений. Конечно же, оказывание содействия реализации инвестиционных проектов, оказание консультационной помощи по принципу одного окна для установления прямого конструктивного диалога без посредников между предпринимателем и государством. А также текущие задачи, которые выполняет агентство, это мониторинг инвестиционных проектов, получивших льготное кредитование, работа с проектами, включенных в Государственный реестр преференциальных проектов. Мы проводим прием заявок предприятия для получения преференции. Что такое преференции? Нормами закона, простыми словами, утверждены возможности предпринимателей получить государственные преференции. Что это? Инвестиционный проект, который осуществляется на льготных условиях, получает освобождение от налога на прибыль и налога на имущество на 50% на весь срок окупаемости, но не более 6 лет. А приоритетный инвестиционный проект освобождается также от налога на прибыль и налога на имущество на 100%, также на весь срок окупаемости, но не более 8 лет. Что для этого нужно сделать предпринимателям? Правительством установлено зонирование территории республики и также минимальный размер капиталовложений, который предприниматели вкладывают и получают преференции. В частности, инвестиционный проект, который осуществляется на льготном кредитовании от 10 миллионов, естественно, в зависимости от отрасли, и приоритетный инвестиционный проект от 70 миллионов рублей. Также агентством проводится работа по консультациям ввиду принятого в текущем году постановления Кабинета министров об утверждении минимального размера инвестиций, который дает право иностранному гражданину получить разрешение на временное проживание. И какого это? Это размер инвестиций 10 миллионов рублей, и с момента вступления в силу данного постановления, это с июня текущего года, агентство уже проработало несколько заявок на предмет соответствия данному законодательному акту. Также на платной основе агентство осуществляет сопровождение инвестиционных проектов на территории республики, разработку бизнес-планов, разработку технико-экономических обоснований и паспортов и концепций инвестиционных предложений и многое другое. Расскажите более детально, как устроена работа агентства, какой штат, какая структура? В структуре агентства 6 штатных единиц, у нас небольшой штат, но хочу отметить, что сложился принцип взаимозаменяемости сотрудников в работе. Они являются широкими специалистами в сфере инвестиций и предпринимательской деятельности. Какие функции выполняете вы на своей должности? Кроме возложенных на меня обязательств и выполнением текущих задач, конечно же, выполняем различные поручения министра экономики по анализу инвестиционной деятельности, анализу инвестиционного законодательства, выявлению болевых точек, предложения по упрощению различных процедур. Вас относительно недавно назначили на эту должность. Удалось сразу влиться в коллектив? С какими проблемами в первую очередь вы столкнулись? Вступила в должность недавно, уже прошло около 4 месяцев. Задач поставлено было много, и поэтому мы сразу вместе с коллективом приступили к работе, изучали и анализировали состояние дел проектов, которые курирует агентство,
Также провели анализ деятельности самого агентства с момента его основания и внесли свои предложения по корректировкам. В частности, также агентство выполняет функции контроля за инвестиционными проектами, которые были включены в реестр, государственный реестр преференциальных проектов. Согласно нормам законодательства должна проводиться проверка не реже 2 раз в год. Первый проект, который был включен в государственный реестр в 2016 году, и были проведены первая и последняя проверка в 2018. И в текущем году, ну, в нарушении законодательства, и в текущем году мы завершаем контрольные мероприятия по 6 проектам, включенным в государственный реестр. Возникло немало несоответствий. Системный характер носит также документооборот самого уполномоченного органа. Принимались в сведению документы, которые не отражали в полной мере, либо не подтверждали заявленный объем инвестиций по проектам. Мы направили в предприятие требования к документам, которые они нам должны представить, формы отчетности, чтобы... О каких предприятиях идет речь? 6 проектов, они включены в государственный реестр преференциальных проектов. Вот с 2016 года были процедуры включения в реестр. В государственном реестре преференциальных проектов сегодня Брикапс, обогатительная фабрика по углю, Напра, это гостиница в городе Гагра, ООО «Тотус», также гостиница в городе Гагра, Сухумская ривьера, гостиница в Сухуме, Сухумский пивзавод, Сухумское рыболовецкое хозяйство. Мы направили требования, предъявляемые к документам, которые должны представить нам эти предприятия, формы отчетности и перечень документов, подтверждаемых вложений инвестиций. На ряд проектов мы вынуждены, в связи с накопившимися нарушениями законодательства, а порой невозможности их корректировки в настоящее время, вынуждены подготавливать предписания и далее проводить процедуру исключения их из реестра, что повлечет за собой возврат в бюджет налога на прибыль и налога на имущество за весь срок включения данного предприятия в государственный реестр. Также в нарушении норм законодательства были приняты и включены в реестр проекты, которые уже осуществили инвестиции, тогда как преференции предоставляются тем инвестиционным проектам, которые будут включены в реестр, а инвестиции будут вложены после его включения в государственный реестр. Мы уведомили Министерство экономики, так как оно является уполномоченным органом, и в ближайшее время комиссия будет выносить соответствующие решения по каждому из этих проектов. Какими именно способами и на каких площадках инвестагентство привлекает инвесторов? В целях реализации своих полномочий агентство выстраивает деловые связи. По запросу зарубежных контрагентов мы предоставляем информацию по различным данным, инвестиционным предложениям, инвестиционным объектам, инвестиционного климата в стране, налогового законодательства. Также осуществляем управлением продвижением инвестиционных проектов. Но стимулирование инвестиционной политики государственной требует постоянного усовершенствования и применения новых форматов. И ввиду сложившейся эпидемиологической ситуации в мире нам крайне необходимы новые форматы взаимодействия, над чем мы сейчас и работаем. Вот вы сами назвали одну из причин, проблемы, с которыми сталкивается не только инвестагентство, а вообще и экономика, и мир, и мы каждый испытали на себе проблемы, которые принесла нам пандемия. На работе агентства как сказалось? Она непосредственно, всемирная пандемия. Да, она непосредственно оказала, конечно, влияние. Мы приостановили работу по встрече различных делегаций, не проводятся встречи с инвесторами, которые планировали приехать. Также приостановили работу по организации Абхазско-Российского делового форума. Не выезжаем на различные экономические форумы. Естественно, это непосредственно отразилось на нашей деятельности. Мы в связи с этим планируем усилить работу над сайтом, над наполняемостью, обновлением уже той информации, которая у нас есть. Мы приступили к формированию реестра земельных участков, недвижимого имущества.
Это сложный и весьма трудоемкий процесс, но в агентство поступает много запросов от инвесторов, и оперативно найти предложение бывает затруднительно. И хочу обратиться к зрителям для того, чтобы вы подготавливали ваши инвестиционные предложения, земельные участки с их правоустанавливающими документами, описанием, категории. И мы будем помогать вам формировать инвестиционные предложения, инвестиционные проекты. То есть они могут прислать вам на почту, правильно я понимаю? Да, конечно, могут прислать с подробным описанием их объектов для формирования инвестиционных предложений и подготовки паспорта предприятия. Это позволит нам создать базу, которая в дальнейшем облегчит инвесторам поиск на карте по сайта, по категориям, позволит нам сегментировать эти предложения по различному назначению, а порой и по предполагаемых объемах инвестиций. На законодательном уровне какие изменения нужны для еще большего привлечения инвесторов? Мы провели анализ инвестиционного законодательства, внесли свои предложения по внесению изменений в действующие нормативно-правовые акты, регулирующие инвестиционную деятельность, также по разработке новых нормативно-правовых актов и предложения по упрощению различных процедур. Все это нашло свое отражение в служебной записке, направленной министру экономики. Основные факторы, которые сдерживают инвесторов вкладываться в бизнес Абхазии? Ну, это политическая нестабильность, неразвитость инфраструктуры, отсутствие порой доступной информации по различным процедурам оформления различных документов, разрешений, а также страхование интересов инвесторов. Сколько проектов было реализовано через инвестагентство за эти 5 лет и какие самые масштабные? Ну, по программе льготного кредитования было реализовано 7 инвестиционных проектов. В частности, это абхазские сады в селе Араду. Был проект реализован в 2017 году. Производство компотов, соусов и джемов. Кындык Агро в селе Кындык. Проект запущен в 2017 году. Это выращивание томатов и огурцов на площади 4 гектар. Также запущен частично в 2018 году проект, который был реализован в поселке Бзыбс Гагарского района, ООО «Зодиак». Цех по производству полуфабрикатов и макаронных изделий не запущен ввиду неукомплектованности производственным оборудованием. В настоящее время не выплачиваются ни проценты по кредиту, ни по выплате основному телу долга. Сегодня ведутся переговоры для того, чтобы рассмотреть возможность банком реструктуризации задолженности, но это не представляется на сегодня возможным, так как предприятие не выполнило заявленные обязательства по открытию производственных линий. Илона Замбиевна, вы стоите на фоне объекта, который был реализован через инвестагентство, но до сих пор не запущен. В чем причина? Гранд Отель Сухум, 6-этажная гостиница с номерным фондом на 41 номер. Строительство объекта не завершено. Вы можете наблюдать, что остались незначительные работы для введения объекта в эксплуатацию. Это внутренние работы, частичное мебелирование, кондиционирование и также частичное благоустройство территории. Объект в настоящее время приостановил строительство ввиду того, что изыскивается возможность по дополнительному финансированию. В случае одобрения дополнительного финансирования объект будет запущен в течение 4 месяцев. Какие еще проекты не были вовремя запущены и в чем причина? Приостановлено строительство гостиницы «Сухумская ривьера» на 58 номеров в городе Сухум. Там планировалось открытие кондитерского цеха и ресторана. Работы приостановлены, изыскиваются средства для продолжения запланированных мероприятий. Зарубежкомплект – это колбасный завод, расположенный в Гулиджипском районе. Строительство объекта завершено.
но оборудование не закуплено. По нашему запросу инициатор проекта предоставил нам информацию по финансированию проекта, и мы делаем вывод о том, что у нас нет достаточной исчерпывающей, подтверждающей информации о том, что оборудование вообще было приобретено. И на сегодняшний момент не выполняются кредитные обязательства, взятые на себя инициатором проекта. Средства освоены в полном объеме. Запуск производства не представляется возможным ввиду отсутствия оборудования. Целесообразность завершения проекта не представляется возможным без снятия вопросов нецелевого расходования средств. На стадии завершения проекта гостиницы «Тотус» в городе Гагра. Это семиэтажная гостиница, рассчитанная на 78 номеров. Строительство было приостановлено ввиду пандемии. Также велись переговоры по возможности дополнительного финансирования, и в октябре текущего года было получено одобрение и получены средства. В настоящее время возобновлены работы, и проект будет завершен и введен в эксплуатацию к летнему сезону 2021 года. На данный момент работы на этих объектах приостановлены, не выплачиваются проценты и основное тело долга. В итоге общая сумма задолженности составила 1 миллиард 55 миллионов рублей по основному долгу и более 200 миллионов рублей по выплате процентов. Работы приостановлены, объекты не завершены и требуются дополнительные средства для реализации объектов в кратчайшие сроки. В ряд проектов вносились изменения без согласования с кредитными организациями в производственный план, введением дополнительных объектов, замены материалов, в результате чего и увеличились проектная стоимость объектов. Были также факты частично нецелевого использования средств, неоднократно корректировалась финансовая модель проекта и смещались сроки строительства. Нами разрабатывается предложение по выходу из сложившейся ситуации. И считаем необходимым недопущение вышеупомянутых механизмов взаимодействия, а также хочу отметить отсутствие государственного контроля реализации проектов, которое способствовало бы своевременному устранению, корректировке ошибок планирования, минимизации известных рисков. Ввиду неэффективности реализации данной программы в настоящее время мы не можем приступить к программе поддержки реального сектора экономики и запуску новых инвестиционных проектов. За последние 4 месяца были разработаны новые проекты? Если да, то расскажите о них. В частности, агентство занималось приемом документов и консультированием проектов, которые претендуют на получение статуса преференциальных проектов. Можно уже сказать о проекте, который о реконструкции второго корпуса, санаторного корпуса в городе Новый Афон, и объем инвестиций которых составит более 150 миллионов рублей. Также гостиничного комплекса в Пицунде, объем инвестиций более 40 миллионов рублей. А также в городе Сухум проект запуска линии по производству рыбы в рыбную муку и жир. Планируемый объем инвестиций более 1 миллиона долларов. И Золотое Руно, которое уже подало заявку на включение его в реестр преференциальных проектов. Это строительство санаторно-курортного средства размещения в селе Тамыш Ачимчирского района. Проанализировали документацию, которая была представлена на комплектность и соответствие требованиям законодательства. Также выехали на место для фиксирования состояния объекта. Это необходимая норма во избежание нарушения законодательства, так как преференции предоставляются предприятию только после включения его в реестр, и учитываются те инвестиции, которые уже были осуществлены после включения в государственный реестр преференциальных проектов. Проектом предусмотрено строительство 150 коттеджей, рассчитанных на 600 койко-мест. А также на территории планируется размещение кемпингов, более 100 мест. На земельном участке площадью 12,5 гектар планируется строительство торгово-развлекательной зоны с благоустроенной территорией, где будут расположены бассейны подогреваемые, детские, взрослые, пункты проката оборудования для дайвинга, мотоциклов, пляжного оборудования. Также установка плавучего причала для маломерных прогулочных судов, гидроциклов, катамаранов и многое другое.
Планируемый объем инвестиций 250 миллионов рублей, и к летнему сезону 2021 года объект будет введен в эксплуатацию и функционировать. Данный объект станет крупнейшим по количеству мест размещения на территории Ачимчирского района, а также несет важную социальную значимость для развития района за счет организации более 150 рабочих мест. Илона Замбеевна, когда вас представляли коллективу, перед вами было поставлено несколько задач, и одна из них предложение по созданию выхода из сложившейся ситуации в вопросе льготного кредитования. Уже есть наработки какие-то? Ну, мы основательно подошли к этому вопросу, изучили детально каждый проект и условия взаимодействия. Считаем необходимым рассмотреть возможность по реструктуризации задолженности таких предприятий, как Абхазские сады, Кындык-Агро, ввиду того, что они реализованы и они вовремя исполняли свои кредитные обязательства, но ввиду пандемии, гибели урожая, нарушения порой технологического процесса, их финансовые результаты в настоящее время не дают возможность погашать заявленные обязательства перед кредитными организациями. Мы считаем необходимым рассмотреть возможность снижения процентной ставки, так как для производственных и сельскохозяйственных предприятий такая ставка сегодня немного обременительна. Также в целом по всем проектам хочу отметить, что для выхода из сложившейся ситуации и завершения проекта в кратчайшие сроки необходимо в первую очередь актуализировать бизнес-план, внести соответствующие корректировки в проект, а также утвердить протоколы разногласий с кредитными организациями и рассмотреть возможность реструктуризации задолженности по основному долгу и по процентам. Перед вами также поставили задачу сформировать предложение по созданию программ поддержания предпринимателей Абхазии. В этой сфере какая работа ведется? Мы приступили к разработке предложений мер, направленных на развитие бизнеса, изучали принятые Министерством экономики ранее программы, результаты их, а также информацию, которая у нас поступала к нам от предпринимателей. На основе рекомендаций Министерства экономики и проведенного анализа агентством был подготовлен проект программы поддержки малого и среднего предпринимательства на 2020-2021 год. Мы направили пакет документов на согласование в Министерство экономики, в который входил проект программы самой и проект порядка оказания финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства. Данной программой предусмотрена поддержка в виде предоставления субсидий на возмещение части затрат на производственное оборудование до 3 миллионов рублей. Приоритет будет отдаваться предприятиям, плательщикам НДС, производящим готовую продукцию. В настоящее время министерство внесло свои корректировки. Ввиду ограниченности ресурсов проектом предусмотрен объем государственной поддержки 100 миллионов рублей на 2 года. Агентством непосредственно будет осуществляться прием заявок для участия в программе, а также дальнейший мониторинг. По традиции в конце передачи мы задаем герою вопрос, какие задачи он ставит перед собой на следующий год, 2021, которые должны реализоваться в течение года, а в конце года мы придем к вам вновь спросить, какие из поставленных вами задач были реализованы. Время требует от нас новых форматов, новых решений и ставит перед нами новые вызовы. Мы будем делать приоритет на поддержании высокого качества взаимодействия с инвесторами. И первое, что бы мы хотели сделать, это упростить процедуры регистрации различных документов, предоставить информацию, которую мы саккумулируем на нашем сайте по перечню документов для оформления различных разрешений, лицензий. Второе – это создание реестра земельных участков, инвестиционных предложений. И третье – это разработка предложений и механизмов по развитию бизнеса, а также стимулированию инвестиционного климата в республике. Особое внимание будет уделено поддержке районов в целях устранения дисбаланса развития бизнеса
В ближайших планах агентства оказание содействия районам в реализации инвестиционных проектов, в частности в селе Тамыша Чемчирского района. А для того, чтобы добиться успеха, мы уже запустили изменения в организации и процессах, и нам понадобятся новые компетенции. Мы понимаем, что перед нами стоят непростые задачи. Необходимо запустить успешные инвестиции в выбранных нами направлениях, решить накопившиеся проблемы и провести внутреннюю трансформацию. Мы принимаем этот вызов, верим в успех нашей новой стратегии. Нас вдохновляет возможность сделать вклад в развитие экономики и развиваться самим. Илона Замбевна, спасибо за интервью. И вам спасибо.